коллеги, рассаживайтесь, занимайте свои места. Вот, у нас модератором сегодняшнего круглого стола Абдуганиев Надыржан Асаджанович, заместитель председателя Ассамблеи народов России, председатель исполнительного комитета Ассамблеи народов России. Мархамат, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Позвольте от имени председателя Ассамблеи народов России себя лично поприветствовать вас всех здесь, в стенах Общественной палаты. Общественная палата является таким народной трибуной. Здесь народ всегда высказывает свою точку зрения, свое мнение. И хочу сказать, что сегодняшняя тема круглого стола – это такой очень обширный, мне кажется, это не только общественная организация должна решать, это такая вот очень государственная программа. Комплексно-социально-адаптационные центры Всероссийского конгресса узбекистанцев для трудовых мигрантов – реальный путь к реализации государственной национальной иммиграционной политики Российской Федерации, формирование межнационального и межконфессионального согласия в стране укрепления отношений России со странами СНГ. Вот этот вопрос сейчас очень актуальный, потому что мы с вами знаем, что на нашу родину со всех сторон негативное влияние сейчас оказывается, и поэтому мы должны быть со странами СНГ и нашими ближними соотечественниками в мире и согласии. Первое слово хочу предоставить президенту, председателю Центрального совета Всероссийского конгресса узбекистанцев Кудайбердиеву Ибрагиму Кидировичу. Прошу. Добрый день, уважаемые коллеги, ассаламу алейкум всем вам. Большое спасибо председателю, что он предоставил нам слово. И огромные слова признательности всем нашим друзьям, всем нашим коллегам, которые нашли возможность, которые нашли время прилететь к нам на наш круглый стол в Общественной палате России из далеких краев субъектов Российской Федерации. Как вам известно, уважаемые коллеги, Общероссийская общественная организация по содействию и сохранению национальных культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России, была образована в 2011 году. Нам сегодня исполнилось уже 3 года. Все, кого объединяет наш Конгресс, являются патриотами России. Об этом можно судить потому, что практически все наши предложения, направленные в областные структуры России, исходят из необходимости создания межнационального мира и согласия в стране практической реализации положений концепции государственной миграционной политики России и стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Хочу проинформировать от активистов, от руководства Всероссийского конгресса узбеков-узбекистанцев, которые ведут уже несколько лет очень активную общественную деятельность. Значит, подготовили нами коротенький такой сюжет, если можно, позволите, мы сейчас покажем. В Волгоградской области почти 200 человек вынуждены в сильные морозы жить в строениях, скорее напоминающих шалаши, чем дома. Люди приехали из Средней Азии на заработки. Они собирали овощи в местных агрохозяйствах, но когда сезон закончился, положенных денег не получили. Чтобы помочь им вернуться на родину, в дело были вынуждены вмешаться представители нескольких федеральных ведомств и региональной прокуратуры. Разобраться в ситуации попыталась и Елена Пич. На десятки километров здесь только заледеневшие на 20-градусном морозе степи вот такие подобия жилища, которые сделаны из старой целлофановой пленки, картона и прочего хлама. В таких с весны до осени обычно живут сезонные рабочие Средней Азии. С наступлением первых холодов они, как правило, уезжают на родину, но сейчас здесь вынуждены оставаться почти 200 человек. Уже несколько недель они не могут согреться, даже надев на себя все, что есть. Летом в 40-градусную жару на прополке лука теплая одежда им была не нужна. Новый год большинство рассчитывали встретить дома, в Узбекистане. Но руководители сельхозпредприятия с ними не расплатились. А есть здесь кто-нибудь, кто получал деньги в ограбление? Нет, никто не получил. Пока сотрудники прокуратуры пытаются восстановить их права, иностранные рабочие остаются в своих палатках. Руководитель местной национальной общины Рустам Джуваев, который все это время пытался
постарался помочь своим землякам, привез им продукты. Он купил их на деньги, которые собрали в Волгограде соотечественники. В ближайшие дни в регионе ждут 30-градусные морозы. Этим людям, скорее всего, предстоит пережить. Российская миграционная служба обяжет приезжих рабочих сдавать экзамены по русскому языку. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Программа заработает в следующем году. Первыми экзамены предстоит сдавать мигрантам в сфере ЖКХ и торговли. Всего же тестирование пройдут около 13 миллионов человек. У тех, кто не успел выучить русский язык на родине, перед экзаменами есть возможность получить знания в Москве. Так, недавно одна из вечерних школ открылась прямо в общежитии. Сергей Поляков посетил занятия. Кушебек Абудерды в России всего 2 месяца. Работает арматурщиком на стройке. Русский язык практически не знает. Объясняться приходится буквально на пальцах. Могут элементарные вещи объясняться с полицейскими, с работниками ПМС, с работодателями. И отсюда вытекает масса проблем для самих трудовых мигрантов. В этом общежитии в основном мигранты из Узбекистана. Больше половины из них молодежь в возрасте до 30 лет. По-русски говорят единицы. Чтобы помочь хоть как-то адаптироваться в новых условиях, для них открыли специальные классы. Я инспектор, я спрашиваю, дай, пожалуйста, ваш паспорт. Откуда вы прилетели? Ученики Бахтиера Хурамова какими-то основами языка уже владеют. Спрашивают у них, конечно, не падежи и не спряжение глаголов, но важные для каждого мигранта вопросы. Что отвечать полицейскому, как вести себя в аэропорту. Ответы ведь могут понадобиться в любой момент. Вечером после работы уроки в общежитии посещают все желающие. Курс обучения 72 часа. По окончании учителя обещают выдать даже дипломы, но оценки, говорят, не... Бесправные. Целое лето работали и не смогли получить свои деньги. И поэтому вот такая организация, как Всероссийский конгресс узбекистанцев, очень нужны для того, чтобы защищать права наших соотечественников. Слово предоставляется Голубу Александру Семеновичу, Московское бюро по правам человека. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение. Очень важные вопросы поднимаются здесь. И это такое первое мероприятие Конгресса узбеков, узбекистанцев, на котором я принимаю участие, хотя лидером мы недавно вместе тоже встретились в Московском доме национальностей, где обсуждали вопросы адаптации мигрантов. Приятно было услышать в этих сюжетах и произведение Александра Неверова «Ташкент, город хлебный», уже слово это вошло, наверное, так как крылатое выражение в лексикон русского языка. Вспоминаю фильм советского периода «Огненные дороги», который вся советская страна смотрела, о замечательном революционере, поэте, общественном деятельности. К сожалению, время стирает эти ниточки, вызывает болезненные явления и вследствие просчетов в национальной миграционной политике в России в 90-е, начале 2000-х годов, неподготовленности к миграционным потокам, большие проблемы в воспитании российской молодежи, которая воспринимает приезжих враждебно, и не только молодежь, и другие социальные возрастные слои. Вот работать с мигрантами, потенциальными мигрантами нужно еще в странах их проживания, перед их выездом на территорию Российской Федерации. Председатель Совета муфтий России. Прошу вас. Бисмиллахир-рахман-рахим. Ну, я хотел бы поделиться некоторыми мыслями, которые, в общем-то, объединяют не только, скажем, узбекистанцев и узбеков, но в целом объединяют, я думаю, всех граждан бывшего Советского Союза. Вообще известно, и об этом здесь говорилось, что единая страна, которая объединяла все эти народы, она была как, скажем, общий дом, который мы вместе защищали, вместе строили, вместе обустраивали, и в итоге тех или иных политических решений, не зависящих от большинства народа Советского Союза, в том числе и России,
в одночасье фактически решением 3 республик, это Украины, Белоруссии и Российской Федерации, в то время еще называлось по-другому, и все люди оказались чужими. И поэтому сегодня говоря о том, что приезжие узбекистанцы или таджикистанцы, или представители других республик, или более того, представители Северного Кавказа, которых тоже часто называют мигрантами, это, конечно же, с точки зрения, с моральной точки зрения, это не совсем правильно. В той или иной мере это люди, которые также строили Москву, также строили другие великие стройки, на которых участвовали и узбекистанцы, и другие народы. Это люди, которые защищали Великую Отечественную войну, границы этой общей страны. Это люди, которые приняли не только в Ташкенте, а во всем Узбекистане и в Казахстане миллионы переселенцев из Российской Федерации, из центральных районов страны, из Москвы, из других, с оккупированных территорий тем более. И поэтому сегодня вот то отношение, о котором часто мы говорим, слушаем, так то отношение негативное к людям, которые сегодня приехали, вынужденно опять же приехали, так-то когда из России ехали вынужденно в Среднюю Азию для того, чтобы спасти своих детей, спасти женщин, стариков от бомбежек гитлеровской авиации. И сегодня, когда была рука протянута, сегодня Россия вновь протянула руку уже людям из Средней Азии, но, к сожалению, не все чиновники об этом помнят. И не все чиновники это понимают. Потому что если сегодня в Узбекистане есть проблемы экономического характера, в Таджикистане, в других республиках, это не говорит о том, что это будет вечно так. Нам тоже придется когда-нибудь поехать, увидеть действительно в короне человечества те самородки, которые являются Бухара, Самарканд, Хива, другие города. Мы не должны забывать, что великие ученые родились на этой земле. Знания, которых мы сегодня постигаем, которые сегодня используются, это и великие исламские ученые, великие ученые, которые открыли много, сделали открытий. И поэтому я думаю, что нам, не русским, скажем, в целом, да, нечего стыдиться. И даже будучи мигрантами сегодня, узбеки, киргизы, таджики вносят огромный вклад в развитие Российской Федерации. Будучи мусульманином, я не могу обойти нашу религию, ведь в нашем Коране же написано, сам Аллах, который создал, Аллах, мы говорим Аллах, русские говорят Господь на небесах, но это один и тот же Бог. Он говорит: «Инна халакнакум мин закарин ва унса ва джа'алнакум шу'убан ва кабаиля литаарафу». Он говорит: истинно мы создали вас мужчинами и женщинами. Мы создали вас различными народами и племенами. Дали вам различные культуры, различный разрез глаз, различные языки. Но тем не менее, создали не для того, чтобы вы воевали, там, принижали, обижали, унижали друг друга, а для того, чтобы вы сотрудничали и познавали друг друга. И сегодня, когда мы видим, часто некоторые люди в Узбекистане или в Кыргызстане, или даже в элементарном татарине, да, человека какой-то другой культуры, и судя по этому, считают его человеком второсортным, это противоречит христианской и мусульманской морали. Потому что наша религия говорит: «Куллюкум ли Адама ва Адам мин тураб». Все вы произошли от Адама. И пусть Россия сегодня, которая всегда аккумулировала в себе разные народы, разные культуры, пусть станет действительно родным домом для тех людей, которые хотят жить здесь, которые получили здесь гражданство. А для тех людей, которые приехали только работать, пусть она будет комфортной для проживания, для реализации своих национальных, культурных и религиозных возможностей. Только в этом случае наша страна может считаться цивилизованной страной современного мира. Спасибо. Господин Субжанович, уважаемые коллеги, я хотел бы предоставить слово нашей коллеге, которая очень много делает в России по трудовой миграции, по систематизации, по легализации, по упорядочению систем
по трудовым мигрантам в России. Это наш коллега, лидер общероссийского общественного движения таджикские трудовые мигранты, Карамот Бакой Шарипов. Если можно, попросим его. Уважаемые коллеги, салам алейкум, уважаемый Ибрагим, мы берем на себя очень большую ответственность за короткие время. Вы сделали очень много, по сюжетам я посмотрел, очень много сделано. Я хочу, чтобы дальше у вас так хорошо ваши дела благополучно. Народ Таджикистана, Узбекистана практически, если взять, одни и тот же народ. Практически у нас не были границы, вы знаете прекрасно, до 2017 года. Больше 12 миллионов таджиков проживает в Узбекистане. Из больше 4 миллионов, из 8 миллионов населения Таджикистана это узбеки, это наши братья. И я сегодня посмотрел и сюжет, когда люди приезжают, сам занимаюсь 14 лет. Только начинаем показывать то, что сегодня показывали вы, завтра я не знаю, что в адрес вас может быть господин Ибрагим письмо от Минюста России. Почему такие фрагменты вы показываете, может и закрыть вашу организацию. Так принято. Люди Востока должны молчать. У нас так купоны, купли-продажи, договариваются, миллиарды списываем. А что там с людьми происходит, нас не волнует. А нас волнует. Если хотите быть лидером, господин Ибрагим, вы уже лидер, поэтому молчать не надо вам. Надо больше говорить, надо конкретными фактами. Прекрасно, вы знаете, что предыдущее посольство, вам не понравилась ваша работа, и они решили так, чтобы подальше от себя держать узбекский конгресс. Вы знаете, что недавно было открыто уголовное дело по отношению лично меня, то, что иначе я сказал, что граждан Таджикистана находятся в Ираке и в Сирии, благодаря 2 крупных рынков на территории Москвы, Садовод и Ильгино. Последующие дети были завербованы, отправлены для того, чтобы они воевали в арабских странах. Последующее, вы знаете, что мы дали очень много фактов, как правозащитной организации, что надо расследовать прокурору, господину Панфилову, а это все наши бумаги пошло там боком, в обратную сторону. Что вы творите, что вы говорите? Не надо об этом говорить. Вы под крыло российского государства, под крыло, значит, там ШОС, ассамблеи. Разве, я думаю, сами себе задали вопрос, если мы имеем такую силу, как ШОС, мы имеем как ОДКБ, а почему, собственно, граждане не могут защищать? Все время нам говорят агрессия со стороны Афганистана. Но собственников народа, собственников людей уничтожаем. А как же так живут люди с Востока, которые нам приносят благо для сегодняшней России? И Россию нельзя представить в будущем без трудовых мигрантов. Вы обратили внимание, написано уроки русского языка, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию. И тут озвучил слово Вьетнам. Разве Вьетнам состав советского государства, советские люди? А как случилось, что люди из Таджикистана, Узбекистана и Киргизстана до сих пор писать, читать на родном языке не умеют? 70 лет держава советского государства, 23 года суверенитет этих государств, и до сих пор ни один президент не переизбран. Вот наши плоды. А мы же говорим, вот, я не знаю, почему не озвучен был господин Ибрагим, ни один цифр. Сколько количество тел отправляется? Я вам говорю, Таджикистан ежедневно получает от 4 до 7 гробов. Умножайте на 365 дней. Обратите внимание на самое главное, что мы хотим, руководители общественной организации. Будьте хорошими, пожалуйста, не ходите к народу, ходите в общественные палаты, ходите в Государственную Думу. А разве нельзя пора нам, господин Ибрагим и другим лидеров Среднеазиатской республики, ну, создались и раньше, создать единый конгресс Республики Средней Азии. Потому что мы же являемся мигрантами, и мы будем еще долго мигранты, потому что в собственном государстве мы не имеем рабочие места и не предвидится, по-моему, лет еще на 10. Не предвидится, по-моему. Сегодня мы говорим, 6 тысяч рабов находятся на территории Садовода. А это что означает? 6 тысяч рабов. Среди белого дня, мы когда обращаемся, расстреляет граждан Таджикистана 6 человек, сотрудники ЧОПа, и ни один телевизионный канал не показывает. У нас тут одна задача с утра до вечера показывать, что происходит на Украине. Да, надо Украину спасти. Там люди, там русские, правильно делают Путин.
Но меня один раз тоже заявил, я не виноват, но таджики тоже унижаются здесь, они тоже не виноваты. Но дайте нам это защищать. Архивы закрывайте, вот судьи, прокурор, пускай с вами занимаются. Я уверен в том, что данный вопрос найдет, конечно, методы свои ответы. Но говорить о проведении мероприятий культурных, трансплощадки создавать, когда мы видим, что рядом с нами человек бездомный лежит, так смысл здесь вообще провести? Что вы творите? Давайте организуем Дом национальности, культурные дни Таджикистана, вызываем верхнюю палату Таджикистана, привозим арбузы, дынов. Это смешно. А через квартал ваши дети там находятся по баре, не знают, как им жить дальше. Вы что думаете, среди всех депортированных 850 тысяч таджикистанцев за последние 2 года, там что люди все без документов были? Да не может такого быть. Человек приобрел билеты за 20 тысяч, прилетел сюда, я подал 20 тысяч на приобретение патентов, опять отдал сотрудникам другим, чтобы там не трогали. Он все дом свой практически продал, получил кредит, пошли проценты. Сейчас он берет оружие и едет в Ирак. Мы не можем их остановить. Только возмущается молодежь Таджикистана, завтра статья межгосударственных отношений, экстремист. Он террорист. Это молодой парень. Он приехал сюда с одной семьей. Поможет мне общественные организации, поможет мне те диаспоры национальные, которые созданы в России. Он сетит надежду, потому что он давно плюнул на собственный закон государства, где он родился и вырос. Он ненавидит собственное государство. Я не знаю, что узбеки, таджики поголовно меняют свои паспорта. Отказ от собственной национальности. А мы говорим про рудаки, про аварийную среду, про Алишера. Все, когда нет цивилизации, когда нет подобия нашему механизму, практически подобные нации не существует. А что мы будем говорить, что у нас Таджикистан, Узбекистан, нет подобных государств. Поэтому надо нам сегодня вместе работать при любви к нашему России государству, чтобы именно подготовка мигрантов происходила оттуда. И ни один человек не приехал в Россию, как открытый, поэтому я всегда был сторонником того, чтобы трудовая виза – это самое для нас сегодня спасение всех наций, которые находятся в Средней Азии. Заранее прошу извинения за... Спасибо большое. Огромное спасибо, Кармат Бакыевич. Я знаю, что действительно проблема сейчас много, но тем не менее вот вы и Ибрагим Хатиевич делаете очень много. Слово предоставляется Международный союз мужества и гуманизма Немчинова Владислава Вячеславовича. Прошу вас. Добрый день. Международный союз мужества и гуманизма лет 15 назад выступил инициатором создания в Москве Российской Федерации объединения диаспоры туркменской. Ну и вот немножко ранее Конгресс узбекистанцев, когда ранее был создан Конгресс туркменов и выходцев из Туркменистана. О том, что действительно отношение к среднеазиатскому представителю не очень хорошее. К сожалению, не вписались в среду. Ну и отсюда, естественно, идут процессы. Сегодня, с учетом того, что трудовые ресурсы среднеазиатские, ну, как бы там не востребованы, естественно, это Российская Федерация, естественно, в меньшей степени может быть это бывшие республики Советского Союза, Белоруссия, Украина, но наиболее, конечно, отмечена это Российская Федерация, где проблемы возникают, мы иногда собираемся. И, конечно, здесь вот забота общественной организации, она в первую очередь, и вот здесь я действительно с Карматом соглашусь о том, что забота общественной организации, беспокойство о человеке. Власть, чиновник, к сожалению, живут своей жизнью сегодня. Я вот уже неоднократно говорю, ведь для всех удивления будем, как отстаивать можно права, если в президентском совете ни одного представителя нету азиатской диаспоры. Со всем уважением отношусь к евреям, к финнам, к чувашам, к немцам, которых в размере Российской Федерации не так много. Но сегодня представителей Азии в Российской Федерации миллионы, а представителей в президентском совете нет. Причем на наши активные шаги в отношении, что надо туда включить представителя узбекской диаспоры, таджикской, неважно, киргизской, туркменской, идет какое-то противостояние. Здесь у нас два, по-моему, представителя Ассамблеи народов России. Мне стыдно было присутствовать первый день, когда все представители власти
после ухода работника администрации все ли разошлись. И вроде как народы России обсуждают свои проблемы для себя. Власть повернулась, извиняюсь, одним местом и ушла. Им это не интересно. И вообще сейчас такая стала позиция власти о том, что собираются общественники, обсуждают проблемы, пришли, поздравили сначала и ушли. А кто будет решать проблемы, которые сегодня существуют? Они колоссально серьезные. Я еще раз говорю, и вы все об этом знаете. Посмотрите на бедных азиат. Заехайте, ну не знаю, в Москве вот Карамат говорит, действительно, рынок, ну рабы. Ну такие же рабы и в Московской области. У Иванова, у Петрова, у Сидорова. Они сегодня живут, работают. Ну, благо, спасибо русскому человеку, хоть таким образом поддерживает, и люди поддерживают семьи свои, опять же, в Узбекистане, в Таджикистане, там, Киргизии. Но это проблема, ее надо решать в государственном масштабе. Ну, то есть, понимаете, вот эти вот проблемы можно поднимать больше, больше и больше. Я хочу сказать вот о том, что вот такой сбор общественности, он позволяет еще раз на московском уровне, у вас на своих уровнях будировать эти вопросы. Я всецело поддерживаю вот, представителя таджикской диаспоры, вернее, общероссийской организации «Трудовые мигранты», что вот так вот жестко ставятся вопросы. Не будут ставиться так вопросы, ничего решаться не будет. Люди, я вот сейчас скажу пару слов и потом вернусь к основной теме нашего сегодняшнего заседания. Это создание комплексных социально-адаптационных центров, что очень важно для всего мигрантского сообщества. Ну, здесь вы слушали очень такие активные выступления, и действительно это было крик души, боль, которую испытывают многие мигранты, находящиеся на территории России. И здесь вот приводили примеры там российских мигрантов и мигрантов европейских. Я хочу сказать, что это абсолютно разные категории мигрантов. Туда бегут, кстати, мигранты в основном с тех государств, где американцы и те же самые европейцы при попустительстве учинили погромы, разгромы этих государств, сделали так, что жизнь на тех территориях стала невозможной, и сами же они страдают от этого, поэтому куда бегут мигранты, которые вообще оторваны и от культуры, и от общего истории проживания. Здесь же мигранты, те, которые действительно Россию считают своей родиной, своей матерью, это те государства, которые вместе создавали Советский Союз, и которые действительно побеждали одного врага и жили веками вместе. Больно, конечно, что у нас сегодня во многих государствах русский язык потихонечку стирается, и это абсолютно неправильно, в том числе это и вина России, российского государства, которое на протяжении этих более 20 лет не занималось теми вопросами, которыми должно было заниматься, конечно, распространением и сохранением русской культуры, русского языка на тех территориях. Сейчас мы имеем эту проблему уже и в миграционной среде. Вот громадная цель России – создать в ближайшее время 25 миллионов новых рабочих мест. Посмотрите, в России не хватает трудовых мигрантов катастрофически, и чем дальше, тем больше они будут уменьшаться реально. Вот то, что у нас сейчас наметился рост населения на там, 10 человек на 1000 и так далее, это будет работать только через 20-30 лет, и это не спасает ситуацию. Вот 25 миллионов новых рабочих мест. Говорилось как раз на встрече с президентом на этой мероприятии. А я им говорил, ребята, а кто будет работать на этих новых 25 миллионах рабочих мест? У нас сейчас недостаток, и мы вот не выстраиваем ту систему, когда бы трудовые мигранты как раз были бы полезны, приносили эффектно бы работали бы и помогали бы России. И вот эта задача, которую надо первым долгом доносить до нашего населения российского. Мы это не делаем. Те миллиарды, кстати, денег, которые даже президент пускает на гранты, абсолютно не доходят до реальных организаций, которые работают над этими проблемами. Огромные суммы, 25 миллиардов выделялось на сопровождение, реализацию на программу по нацполитике. Да? Куда идут эти деньги? По миграционной политике. Вот участвуют в грантах организации, которые реально занимаются делом, ничего практически не получают. Получают любые организации, непонятно на какие мероприятия, может они и все нужны. Но сегодня государственная стратегия – это решение национальной миграционной политики, которая действительно выходит на первый план и о которой здесь говорили.
Без этого мы никуда не денемся, и это одна из основных опасностей для Российской Федерации для дезорганизации и возможного волнения населения. Вот, поднимали мы эти вопросы на тех форумах, где Народный фронт собирался, где собирались министры, ставим им задачи, но, к сожалению, как от стенки горохом. Но, несмотря на это, некоторые предложения все-таки доходят до них, когда вот годами, вот уже порядка 2 десятилетий мы долбили некоторые вопросы, они уже доходят. Сперва они вообще не знали, что такое адаптация, интеграция, не понимали сути, что это основа всего, вообще-то, для миграционной политики. И все те беды, которые на Западе выливались, поджогами, все это было от того, что эти люди не были адаптированы в эту среду и не были интегрированы в это. Вот мои коллеги знают, что мы собирались создать все-таки координационный совет мигрантских организаций сообществ России. Так его реально практически и не создали, поэтому что вот даже в мигрантской среде, в мигрантских организациях большая рознь. Каждый пытается тащить на себя, никто друг друга не слушает. И вот здесь хорошо, что есть таджики, узбеки, я не вижу здесь казахов, киргизов. Я не вижу здесь другие организации, которые представлены, молдаван и других, у кого большие миграционные потоки работают в России. И вот это говорит о том, что если мы говорим об обществе и хотим, чтобы что-то было, нужно объединяться, правильно сказал Карамат, надо делать и региональные, и надо делать один мощный совет, где будет голос всех, тогда услышат, тогда хотят или не хотят, не прибегут закрывать и обыскивать Карамата Шарипова, несмотря на то, что он сегодня является реальным лидером. Он не получает гранты там западные, как, допустим, Гавхар Джураева, и может быть, говорит не то, что приятно слышать правительству, но он говорит то, что полезно для России, для стабилизации нашего общества и для тех людей, которые сегодня здесь работают. Многие это не хотят слышать, и для этого, конечно, нам надо объединяться, чтобы мы были услышаны. И здесь вот выступал представитель духовенства, да, мусульманского. Я думаю, здесь еще вот на очереди представители христианских конфессий будут выступать. Я хочу подчеркнуть, что не зря они говорили. Очень огромная роль здесь различных конфессий, потому что особенно в мусульманской среде все мигранты молодые, все они любят религию, все антирелигиозных практически никого нет, и они очень прислушиваются к голосу муфтиев, голосу своей религии. Поэтому здесь, чем больше Россия будет уделять этому внимания, тем больше и правильная политика будет проводиться в этой среде. Правильно, надо строить свои медресе, не надо отправлять куда-то на Запад, где промывают мозги и делают их непонятно кем. Это одна из больших задач, которую уже Россия. Вот. А с своей стороны хотелось бы сказать вот следующее. Я с 2010 года участвую в работе в качестве члена Общественного совета при управлении Федеральной миграционной службы по городу Москве. Еще ранее, когда работал в Патриархии с 2008 года, посещал такие страны, как раз вот Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан. Знаю вот эту проблематику, называется, в живом виде. И могу свидетельствовать, что, к сожалению, сейчас в России, даже вот в формате ФМС, нет понимания стратегической важности этого направления. Я полностью солидарен с нашим вот таджикским другом, который сегодня высказался на эту тему, что закрываются глаза совершенно на положение людей, которые сюда приезжают. И действительно правильно было сказано, что люди приезжают не просто так, а зачастую заплатив по 50-60 тысяч рублей для того, чтобы просто здесь устроиться и просто сюда добраться. А потом этих людей фактически превращают в рабов. Я с своей стороны, как и директор христианского фонда, пытаюсь обращать на эту проблему внимание, но не всегда, к сожалению, бываю услышан. Вот. И также я могу сказать, что здесь вопрос необходимо решать, конечно, на законодательном уровне. Необходимо, чтобы кто-то из государственных чиновников высшего эшелона эту проблематику осветил и поднял. И сделать они это смогут только в том случае, я думаю, если у них будет четкая уверенность, что это необходимо. А необходимо это для них хотя бы потому, что действительно, тоже сегодня было правильно отмечено, многие
люди, которые здесь в таких жесточайших условиях находятся, очень становятся подвержены влиянию различных радикальных исламских учений, псевдоисламских учений, такие как ваххабизм, такие организации, как Хезб ат-Тахрир, которые действуют в Средней Азии, они работают очень вплотную с такими вот людьми. И действительно, вот по тематике исламского государства, и вот только что смотрел цифры, действительно воюет на стороне исламского государства огромное количество выходцев из Средней Азии. И, кстати говоря, многие из них переехали воевать буквально из Москвы, из России, из того же Черкизона, из других рынков, где их эксплуатировали. Потому что люди находились в нечеловеческих совершенно условиях и подверглись влиянию вот этих проповедников. И действительно уехали туда. Это проблема национальной безопасности. Поэтому, собственно, если этот вопрос заострять, если подчеркивать на это внимание, то наши государственные чиновники, которые долгое время, к сожалению, эту проблему не замечали, не хотели ее замечать, все-таки обратят на нее внимание. Да, и также хотелось бы еще отметить роль христианских организаций общественных, которые принимают активнейшее участие в деле поддержки трудовых мигрантов здесь, в России находящихся. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я постараюсь быть предельно очень коротким. Да, я хотел бы просто отметить о том, что представленный сегодняшний проект президентом Конгресса узбеков и узбекистанцев, дополненный вице-президентом из Камчатки, поистине является государственной программой. Ее надо полностью одобрить, и чтобы принять меры для практической ее реализации. Единственное могу сказать, что этот вот центр, адаптационный центр, который будет создан, явится живым воплощением Евразийского союза, который будет действовать с 1 января будущего года. Хочу об одном, что Россия является учредителем Советского Союза, и все азиатские республики входили в российское государство, Российскую империю. И практически прабабушки, прадедушки были гражданами Российской империи. И вот основа, почему именно межнациональные отношения возникают сейчас, и напряженность в этом отношении присутствует, в основе лежит социальное положение. Потому что в советское время в общесоюзном разделении труда была специализация и концентрация производства. Поэтому не случайно Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, то есть азиатские республики в равной степени, в количественном отношении совпадающие, 400 малогородами, это как жертва специализации и концентрации производства. Значит, нашего Конгресса, инициативой которой мы являемся не первый год, и мы все считаем, что это выход с положений. Под одной крышей трудовой мигрант может получить всякие правовые и материальные, и моральные, и все остальные блага. Также я хочу поблагодарить наших друзей из Якутии, вот с краю нашего, значит, из Томска, вот, из Республики Карелия, из Астрахани, Амурская область и Хабаровский край, да, и да, Республика, да, Сочи и многих наших братьев, вот, активистов Ивановской области, можно перечислять и Владимирскую область, и Карамата Шариповича, нашего брата, главного таджика России, значит, нашего значит, Владимира Кирилловича, члена Совета, президента Совета по миграционным проблемам. Значит, действительно, он, даже когда ему не дает слова, как Карамат говорит, правильно говорит, надо говорить. Вот, мы это учтем, молодец. А вот Владимир Кириллович вырывался в последнем собрании Единой России, это вообще на национальном фронте, что дадите, не дадите, я это все равно скажу. И, значит, благодарим также, вот не пропустить, чтобы Тульскую область, которая провела недавно первый всероссийский турнир по борьбе «Кураж». И ибо с нами, значит, международный фонд в лице его председателя «Мужество и гуманизм» Владислав Вячеславович. Так что гуманизм и мужество, оно всегда с нами, уважаемые коллеги, ибо мы несем с собой только гуманные, только нужные и только благие намерения по образованию адаптационных центров, где человек труда
будет знать свое место. Человек труда будет знать, что он защищен. Чтобы не каждый там сотрудник милиции, полиции или непонятных, не обозначенных ничем ребята могут ущемлять какие-то права трудовых мигрантов. В худшем виде, коллеги, будем, вот хорошо, то, что поддержал наш Владимир Григорьевич и другие коллеги, мы обязательно обратимся, значит, просьбой на имя председателя правительства об всеобщей амнистии трудовых мигрантов, так или иначе, которые оказались. Если даже вот невозможно, хотя бы наши узбеки, узбекистанцы, таджики, киргизы, все трудовые мигранты, включая украинцев и других, с доброй памятью, правильной памятью, правильными мыслями уезжали из России, чтобы донесли в страны, как бы, свою малую родину, добрые, хорошие воспоминания о России, о россиянах. Огромное спасибо всем вам, уважаемые коллеги, за труды.